Наш мир таков с тех пор, как создан он, пока земля вертит круговорот. И человек то возведен на трон, то уничтожен бременем невзгод. Не обольщайтесь призраком добра, но против зла неколебимо стойте. Она прекрасна, как цветок жасмина. Кто-то пристально смотрит на меня, Биана. Что-то, солнышко, здесь никто не смеет смотреть на тебя. Нет, нет, на меня кто-то смотрит. Я чувствую. Уплывают. Вот так всегда. Я здесь один. Один. Разве тебе чего-нибудь не хватает? Пожелаю, у тебя будет все. Конечно. У меня есть все. Как у него. Вода, пища, покой. И клетка. Сейчас самое время взять в руки оружие. Сабли нам. Это лучшее средство от хандры. Ремесло погибнет, если не будет достойного ученика. Ты превзошел меня. Письмо великому султану! Письмо великому султану! Письмо великому султану! Письмо великому султану. И здесь ты опередил меня. Теперь во всем султанате с тобой способен сразиться только один человек. Великий визирь. Но ты не слушаешь меня. Я догадываюсь, где твои мысли.
Письмо для санцеликова султана. Ясамин, Жасмин души моей. Я в полном отчаянии. Вчера вы отказали одному жениху, сегодня другому, завтра третьему, послезавтра четвертому. Так на тебя женихов не напасешься. Папочка, стрела еще не пронзила мое сердце. Какая стрела? Стрела любви. Диана говорит, что когда приходит любовь, сердце пронзает стрела. И тогда уже ничего нельзя поделать. Диана тебе наговорит. Но я не могу ждать, пока тебя пронзит какая-то стрела. А вдруг настоящая война? Настоящие стрелы? И кто будет в первых рядах? Кто тогда защитит меня? Кто защитит меня? Помолчи. Что такое? Кто нас изволит беспокоить? Ага. Нас, кажется, опять подслушивали. Пускай. Как? Неужели уже? Принц достиг совершеннолетия и готов занять принадлежащий ему трон. О, он ведь ли готов занять трон? А я вот не уверен, что он достиг совершеннолетия. Я, может быть, не готов уступить ему трон. Еще не готов. Подскажи, что делать, что делать? Подскажи, что делать, делать что? Ну, мудрые говорят, что если возникает спорный вопрос, то уступает более умный. Это что же, отдать ему престол? Я не такой дурак, чтобы быть таким умным. Заберите. Да меня подымут насмех все знакомые султаны. С какой стати? Ну, вообще-то принц не знает, что он принц. Его крепость хорошая, клетка. Да? Ага. А вдруг ему кто-нибудь откроет глаза? Я думаю, его нужно упрятать еще надежнее, пока я не подготовлен, чтобы быть готовым уступить ему престол. А пока куда-нибудь в подземелье, туда. Ну, лучшее подземелье — это могила. Вот такая мудрость мне больше по душе. Папочка? Да. О ком вы говорили? Дочь моя, ты все равно не поймешь, это дело политическое. Дело политическое, дочь моя. Вот именно. И ступай, займись своим делом. Вся в меня. Бедный юноша, мне жаль его. И мне, но еще больше. Мне жаль вас, ваше величество. У меня просто кровью сердце обливается, когда я вижу ваши страдания. Уверяю вас, все будет очень гуманно. Да? И мы будем ни при чем. Когда в наших владениях что-нибудь происходит этакое, мы всегда ни при чем. Мертвые вам когда-нибудь жаловались? Нет, что вы. Жалуюсь. Где? Ох, я бы этой птичке голову оторвал. Не надо, она хорошая птичка. А впрочем... Подумайте.
полон он любви, как чуден милый лик, как много бы он сказал, и как же нем его язык. Заточен принц Ахмед. Принц Ахмед? Они хотят убить его. Скорее во дворец! Несчастная, ты никогда не встретишься с ним. Тебе никогда не встретиться с ней. Эта девушка — дочь нашего султана, принцесса Ясамин. Ты должен забыть ее. Я все равно вырвусь отсюда и найду ее. Нет оружия против этих стен. Но нет стен, которые смогли бы удержать меня. Открывай ворота! Кто такие? Великий визирь! Пропустить! Разорви меня! Я не хочу жить, как ты! Что я слышу? Почему он не хочет жить? Он жаждет свободы. Полной свободы, о великий визирь. Прекрасно. Мы ему поможем. Я предлагаю сыграть партию в бильярд. Ставка «Свобода» или «Смерть». Свобода? Свобода, свобода. Он предлагает мне свободу. В любом случае свобода. Смерть ведь тоже окончательная и бесповоротная свобода, а? Начнем. Папочка, Нет, папа, ты даже не послушайте. представляешь, Стрела сколько у меня любви наконец государственных пронзила дел. мое сердце. Ах, сердце, какая радость. Да. О, Боже, но как зовут твоего избранника? Принц Ахмед. Ахмед, так мы же его... О, Аллах, не знаем. Надо послать туда визиря. Он с ним познакомится, верно? Поговорит с ним, поиграет на бильярде. А потом пригласит его к нам во дворец? Само собой. Даю тебе честное мое султанское слово. Договорились? И вы сохраните ему жизнь? Да. Государственные дела, дочь моя. Держи.
Ты неплохо его выучил. Кажется, я победил. Победил, победил. Я сдержал свое слово. Ты свободен. Иди, иди вперед. Мы покажем тебе дорогу. Не отвлекайся. Идем, идем. Как огромен мир. Ты так считаешь? Куда мы пришли? Вот сюда. Здесь же нет дороги. Как это нет? Взгляни, отсюда прекрасный вид. Тебе понравится. Так это и есть ваша свобода. Вяжите его! Постойте! Прошу вас. Передайте это принцессе. А вы что, знакомы с принцессой? Нет, видел издалека. Передам. Непременно передам. Более того, я скажу, что вы покончили с собой из-за любви к ней. Ее это обрадует. Пустите. Я сам. Не так-то это просто. Вам помочь? А вы подлец. Да. Постой. Вот так. Вот теперь хорошо. Ну иди, ты свободен. Бедный юноша. Воля Аллаха. Он проиграл. Да, дальше. Покончил с собой. Таковы были условия игры. Подожди. Бедный мальчик. Кто покончил с собой? О, вы с ним не знакомы. Неких принц Ахмед. Но ты же говорила, они будут играть в бильярд. У них были сложные правила игры, дочь моя. Ну да, таковы были Они правила. убили его. Ой, не трогайте меня, я не упаду в обморок. Ой. Госпожа!
Фу, фу. Что с ней? Болван болтает, что не нужно. Она видела Ахмета, и эта стрела пронзила ее сердце. Жасмин души моей. Болван. Болван! 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 Ты спас меня от смерти. Благодарю тебя. Это мой долг, принц. Принц? Почему принц? Вас хотели убить, потому что трон этого государства по праву принадлежит вам. Мне? Я все расскажу, а сейчас я вас отведу к своим друзьям в город. Айгуль, иди сюда, доченька. Ментай правильно сделал. У нас тебе будет хорошо. Дайте ему одежду. Переодевайся, Ахмет. Водоносом будешь. На лепешку, поешь. Ешь, На ешь. базаре народ у нас веселый. Куда ты? А до визиря мы доберемся. Все соки из народа выжил. Ему палка давно плачет. Ну, сынок, с рождением тебя. Вот видите, человек, которому жизнь была невыносима, умер и родился новый. Хороший сюда. Да. Ничего не беру. Сколько хочешь за это? Уходит. А? 3. Хороший товар, покупайте товар хороший. О, подходите, смотрите, такой товар. Сколько? 5. 5 за такой товар. Не-не-не. Что, я? Все. Ты что, меня за дурака принимаешь? Хорош. О, прекрасно. И зачем это ему? 2. Ну, дела. Из этих танцовщиц может стать украшением дворца самого султана! Холодная вода! Кому воды? Воды! Холодная вода! 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 Ой. Госпожа, хотите? Оставь меня в покое. Идите сюда. Скорее! Купите, госпожа, задешевую супу. Какое чудо, прелесть! Оставь меня, Диана. Сколько вы хотите? Госпожа, не переживайте так. Я знаю, чем вас успокоить. Смотрите, какая парча. Эй, люди, у него вода из самого лучшего источника! Ты чего не кричишь? Не покупатель ищет продавца, а продавец покупателя. Вода! Кричи Кому громче, и воды? всё будет в Холодная порядке, вода! Он боится своим криком испугать весь базар. Вода! Кому воды? Холодная вода! А вот вода. Воды купите у меня. Диана! Что, госпожа, я хочу пить. Водонос! Водонос! Спасибо, сынок. Иди сюда! Вы хотите воды? Никогда не пила такой вкусной воды. Почему так смотришь на меня?
Твой взгляд обжигает меня. Как тебя зовут? Ахмед. Ахмед? Ты напугал ее, негодный. Как ты смел заговорить с ней? Уходи. Что с вами, госпожа? Что с вами? Это принц Ахмед. Да что вы, золото, вам голову напекло. Принц Ахмед погиб. Нет, нет, я узнала его. Ну, разве мало на свете похожих людей? Вы обознались. Ну, как может принц торговать на базаре водой? Замолчи. Я все равно хочу его видеть. Да не может принц быть водоносом, а водонос принцем. Иди, скажи ему, пусть принесет воду во дворец. Вот это, по-моему, уж кому-кому, а мне головы не сносить. Но была не была. Стойте здесь. Пойду найду, скажу. Принцесса Ясамин! Я хочу знать, принц Ахмед погиб? В прошлый раз я не решился сказать вам правду, принцесса. Он покончил с собой и... Продолжайте. Из-за любви к вам. Из-за любви? Да, принцесса. А перед смертью он просил передать вам это. Это его медальон. Я проводил принца по его просьбе до места гибели. У него был момент колебания, и я оказал ему последнюю услугу. Услугу? Какую? Ну, скала была довольно высокой, принцесса, так что, я думаю, ему трудно было решиться. Забудьте его, принцесса. Он недостоин вас. Послушай, я, кажется, знаю, чего ты такой грустный. У тебя горе. Откуда тебе знать, что у меня горе? Несчастный понимает с одного взгляда. Какое у тебя-то может быть несчастье? Когда зайдет солнце, приходи к угловой башне. Тебя будут ждать. Только никому ни слова. Диана! Диана! Это Ахмед. Он сам тебе это сказал? Когда он увидел медальон, то вздрогнул? Вздрогнул? Да? Да может, его комар укусил? Ты ничего не понимаешь. Он жив, я так счастлива. Я не видел ее лица, но у нее мой медальон. Это она. Дети, идите поиграйте. Так в чем дело? Откройся ей. Я не могу. Ей же сказали, что я погиб из-за любви к ней. А я... А ты, к несчастью, остался жив. Да. Ну как я теперь скажу, что я? Это я. Так и скажи, она засмеется от счастья. Нет. Она скажет, ну разве ты любил? Если даже не смог умереть из-за любви. Вот увидишь, она так не скажет. Да-да. Иди, сынок.
Никого. Почудилось, пошли. Иди, тебя ждут. О, Перри, я люблю тебя. Мой разум сокрушен тобой. Душа разлукой больна. Я потерял покой. Но вот свидание час пришел, и вмиг развеялась печаль. Тому, кто встречи долго ждал, стократно сладостна она. Ты словно утро свет, а я в ночи печальная лампада. Лишь улыбнешься, и тебе моя душа отдаться рада. Ой, как ты меня напугал. Ты что здесь делаешь? Разве можно так подкрадываться? Я чуть с ума не сошла от страха, жестокий. А что ты здесь делаешь, когда все уже легли спать? Я ждала тебя, Бахтияр. Как ты могла знать, что я окажусь здесь? Маршруты моих обходов неизвестны даже самому султану. Сердце женщины порой знает больше, чем любой султан. Вот за это я тебя и люблю, мою ласточку. Вот ты кого ждала! Песенница! Тревога! Стражу! Стопье! Окружай! Слева заходи, слева! Скорее! Вы туда, а вы за мной! Да, он принимался! Сюда! Окружай! Ерунда. Принц Ахмед. Привидение. Привидение! Привидение! Стража! Стража! Сюда! Все сюда! Хватайте его! Хватайте его! Вот он попался! Пустите его! Пустите! Вы кого хватаете? Я вас всех в подземелье сгною! Ты идиот! Ты что же, своего визиря не можешь узнать? Совсем из ума выжил! Ты кто? Ты кто? Кто? Стража! Помогите! Убивают! Умоляю, пощадите! Султан! Зовет на помощь! Скорее! Дармоеды! Быстрее! Султана убивают! Перекрыть все ворота! Дальше идем! Ваше Величество! Ваше Величество! Нет, Нашего Величества. Куда же он запропастился? Ах ты, болван! Что делаешь по-своему? Могилу его в могилу! Я же говорил засадить его в подземелье туда!
Мы его утопили, Ваше Величество. Почему же он по дворцу разгуливает по удобник? Ну почему? Что теперь делать? Ну что? Это был не принц, а привидение. Привидение приходило за мной. Ведь это я потолкнул принца в пропасть своей рукой, Ваше Величество. А может быть и прям из-за тебя. Ну тогда-то все очень просто. Раз и визиря нету, тебя нет и привидений нет. И ему без тебя здесь делать нечего. Надо попробовать. Скажи, пожалуйста, где палач? Не знаешь. Конечно, не знаешь. Палач. Не надо палача. Сейчас попробуем. Не надо. Ну какие же могут быть пробы? Ведь потом назад. Это вот не приставишь. А какое же я ничтожество. Ну, палач! Подите! Как же я мог подумать только, что привидение приходило ко мне? К тебе? Конечно же, оно приходило к вам. Вам? Ах, негодяй, мерзавец! Зачем ему ко мне приходить? А если правда ко мне? Скажи, что тогда делать-то? Нам надо обмануть привидение. А как? Ложитесь в постель. Я в ней и так лежал. Раньше вы лежали здоровеньким. Да, ну, я... Пошли. А теперь будете лежать больным в постельку. Как это больным? Заболевшим. При последнем издыхании. Ну, зачем же при последнем издыхании? Как же иначе? Привидение придет, увидит и уйдет. Пусть, мол, умирать сам. Как вы себя чувствуете? Я плохо, очень плохо. Хорошо. Кричите об этом погромче. Может, привидение уже здесь? Прячься где-нибудь за углом. Я болен. Я очень болен. Я неизлечимо болен. Я смертельно болен. Ну как? Хорошо. Великий визирь, я должен вам открыть государственную тайну. Это моя специальность. Выслушивать государственные тайны. Никакого привидения не было. Не было? Привидения не ходят на свидания к женщинам. А я сам видел, как оно выбегало из беседки. Этот человек приходил к служанке нашей принцессы Ясамин. Он не привидение. Ну и что? Я поднял на ноги всю стражу, его поймают. А может быть, женщина тоже была привидением, а? Угу. Ты очень неглупый человек, Бахтияр. Я тоже с детства не верил во все эти сказки. Духи, привидения, джинны, а? Значит, мы скажем, что привидения не было. И в награду за покой султана мы получим по золотой сабле. Вот этой-то золотой саблей тебе голову и отрубят. За что? За то, что ты пропустил во дворец человека, а не привидение. Ага. Ну, тогда мы скажем, что привидение было. Все понял. Ничего не понял. Слава Аллаху, что этим ослам показалось, будто бы ты привидение. Оно придет и все. Папочка, что с тобой? Дочь моя, я должен объявить тебе, что я смертельно болен. Что ты говоришь, отец? Да. Ты бредишь? Нет. Да, брежу. Теперь оно, наконец, поверит. Кто оно? Привидение. Я видел его собственными глазами. А кто тебе сказал, что это привидение? Визирь. Он узнал в нем покойного принца Ахмета. Визирь? Да. А ты знаешь, кто твой визирь, папочка? Да. Твой визирь, папочка? Да. Обманщик, подлец и негодяй. Вот и твой визирь, папочка. О, Аллах, визирь обманщик. Я так и знал. Принцесса, я не обманщик. Вся стража и Бахтияр могут подтвердить это. Прошу вас. Я бы хотел... Принцесса. Откуда вы узнали, что вас назвали обманщиком?
Подслушал. Что может человек знать о себе, если не услышит, что о нем говорят другие, а? О каком привидении вы говорили? Я говорил о привидении принца Ахмета. А что, может, это было не привидение? Может, это был сам принц Ахмет? Нет, вы правы. Быть привидением, конечно, лучше, чем живым, правда? Почему лучше? Ну, безопаснее, знаете, безопаснее. А потом, все мы в этом мире привидения. Вот мы есть, а вот нас уже и нет. Предупредите вашего принца, чтобы он не появлялся ни во дворце, ни в городе, чтобы это привидение исчезло, испарилось, как ему. Это невозможно. Ну, тогда я просто ни за что отвечать не могу. Подождите, постойте. Нет, принцесса, я ничего не могу. Пусть глашатай объявит, что тот, кто согласится на бой с привидением и прогонит его, получит награду мою руку. О какой руке вы говорите? Итак, вы запомнили, что я вам сказала? Запомнил. Эй, храбрецы, мельчаки, спешите, вас ждут во дворце. Тот, кто выйдет на бой с привидением и прогонит его, в награду получит руку принцессы. Фирман великого султана, слушайте все, принцесса выйдет замуж за того, кто победит в честном бою привидения. Победитель получит награду руку принцессы. Спешите во дворец. Принцесса отдаст свою руку тому, кто выйдет на бой с привидением и прогонит его. Тот, кто спасет страну от привидения, награду получит руку принцессы. Это я сама отдала приказ. Вы сами? Что это все значит? На бой с барсом, быком, боевым слоном откликнулись бы сотни храбрецов. А тут всего одно какое-то привидение. Откликнется Ахмет. Как Ахмет? А с кем же он будет сражаться? Запрем его в зале, пусть он пошумит сам собой. Лязг щитов, звон мечей, привидение больше никогда не появится. Ахмет победитель. А я выхожу за него замуж. Умница моя! Умница! Ничего у тебя не получится. Милая принцесса. Хочешь быть визирем? Хочу. Конечно. Хочу. Очень. Так хочешь быть визирем? Нет. Так хочешь или не хочешь? Нет. То есть, да. Не понял. Хочешь или не хочешь? Хочу. Но не хочу хотеть. А вы как хотите, чтобы я хотел или не хотел? Какой ты скользкий Бахтияр. Я хочу, чтобы ты хотел. Хочу. Чтобы хотел. Не понял. А вы тогда куда же? Ну, дай вам Аллах. А нашего куда? Он при смерти. Слава Аллаху. Вот он такой въедливый, такой деспот, а уж жестокий. Чуть что не по нему, сразу кричит: палача сюда! И голова с плеч. Человек — это сосуд на... Схватишь привидение, будешь визирем. Да, как скажете. Человек — это сосуд, наполненный временем. Вытек сосуд. Кончился человек.
На сегодня все. Никого. Тихо. Ну все, я пошел. У меня государственные дела. Нет, Ваше Величество, мы пойдем вместе. Может, не надо? Надо. Осторожно, Ваше Величество, тут ступеньки. Может, лучше потом? Вперед, Ваше Величество, вперед, мы его найдем. Ах, мы его найдем. Ой. Ну вот, никого нет, пошли во дворец. Вот оно. Привидение. Принц Ахмед. Где султан? Где он? Умер. Молчи. Все, скончался. Вот не думал, что так скоро. Что ты стоишь? Запри все ворота. Да я его... Взять его живым или мертвым? Понял. Смотри у меня. Понял. Смотрю. Ну что, ушло оно? Нет. А, ушло. Приходи завтра утром во дворец. Будешь сражаться с привидением. Я? С самим собой? Конечно. Привидение навсегда исчезнет. И останешься только ты. Я люблю тебя. А теперь уходи. До завтра, любимая. Вот оно! Держите! Хватайте! Поймайте мне его! И я его задушу собственными руками! Не надо! Не надо! Надо! А ну! Где оно? В зиндан его! А что, если оно придет ночью? Возьмет за горло и задушит? Может быть, лучше вас похоронить. Что? Ты что? Как похоронить? Что ты мелешь, болван? Как похоронить? Понарошке. А, вот то-то. Для того, чтобы привидение пришло, увидело, что вы мертвые. Ах, какие мы вам похороны отгрохаем. Да. А, все султаны просто от зависти лопнут. А нельзя ли, чтобы они лопнули от зависти без моих похорон? А? Не будьте вы ребенком. Кто же лопнет просто так? Чего вы боитесь? Но ведь все-таки мои похороны, а не чьи-нибудь. Могут так понарошке зарыть в могилу, что потом не выберешься Мы всерьез. вам такую могилу отгрохаем, даже с отдельным выходом. Живи не хочу. Да, надо жить. Хоть в могиле, но жить и жить. Конечно, и страной будете управлять оттуда. Да. Вроде вас нет, а вы-то есть. Да. Ну так, готовить похороны. Да, только пусть глашатые покричат еще немного. Может, найдется кто-нибудь, кто прогонит это проклятое привидение. Уж так не хочется живым брать эти сил, ложиться в могилу. Жители города, наш добрейший султан отдаст руку своей дочери. Изменится. Ну что с тобой? Тихо.
Твой синяк – государственная тайна? Не синяк, а обстоятельства, при которых он получен. Что же это за обстоятельства? Кто посмел так изуродовать начальника дворцовой стражи? Ничего, он свое получит. Сейчас он в темнице. А завтра ему отрубят голову. Кому? Это государственная тайна. Сегодня ночью у фонтана я поймал привидение. Привидение. Это государственная тайна. Об этом никто не должен знать. Он уже здесь. Он не придет. Ой. Что с ним? Он в темнице. Завтра ему отрубят голову. Только не падайте в обморок. Разве сейчас время падать в обморок? Беги. Куда? К водоносам. Расскажи им об Ахмете. Умница вы моя. Как я сама не догадалась. Ой. Я спасу тебя, любимый, чего бы мне это ни стоило. Берегитесь, визирь. Ахмет! Я люблю тебя, ты слышишь? Ахмет! Оно. Привидение. Совсем рядом. Визирь, визирь, умираю. Наконец-то. Я здесь, мой повелитель. Я здесь. Я требую, чтобы меня немедленно похоронили. С удовольствием. Беда. Ночью во дворце схватили Ахмета. Он в Зиндане. Завтра ему отрубят голову. Ваше Величество. Просыпай. Что? Пора. Мне что-то показалось. Коня! Пошли! Коня быстрей! Что вы копаетесь? Шевелитесь! Шевелитесь, ну! Да поможет нам Аллах. Ты все приготовил? Да, как договорились. Есть у вас какое последнее желание? Да, мухи. Они садятся на меня, как на покойника. Вода для кухни султана. Почему так поздно? Только управились. Заезжайте. Куда? Куда? Вода для кухни султана? Воду во дворец, а люди назад. У меня приказ великого визиря. Но лошадь не пойдет без погонщиков. Хорошо. Пусть вот этот старик проведет лошадь. Остальным назад. Мои люди помогут разгрузить.
Что же теперь делать? Не беспокойся. Все будет хорошо. Эй, что везете? Вода для кухни султана. Стой! Водички. Ахмед, ты где? Здесь я. Это я, Биана. Я за тобой. Дочь моя, умоляю тебя, перестань рыдать. Как же мне не рыдать, папочка, если ты умер? Что ты разрываешь мне сердце? Мне только чудится, или ты на самом деле говоришь со мной? На самом деле. Значит, ты жив? Нет, не совсем. Тише, тише. К вам уже прислушивается. Тихо, тихо. А может, и в самом деле отменим все эти похороны? Поздно. Почему это поздно? Потому что можно отменить все, что угодно, но только не похороны. Тогда мы их не будем отменять, а я просто сам воскресну. Это будет такое небольшое чудо. Я буду пользоваться в народе еще большей популярностью, потому что какой-никакой, а все-таки чудо. И я стану святой. Какой вы? Давайте сначала прилично вас похороним, потом уже будем думать о вашем воскрешении. Не знаю, не уверен. Лучше все-таки сейчас воскреснуть. Рыдайте, кричите, а какое несчастье, какое горе, что мы теперь делать будем? Ну, кричите, ну что вам стоит? Выражайте свою великую скорбь, печальтесь. Ну что вам, слез жалко? Эх, только когда умрешь, тогда и узнаешь, любил ли тебя твой народ. Стойте! Дай сюда! Славь своего султана, мой народ! Любите, жалейте своего султана, народ мой! Всенародно выражайте свою любовь к султану своему. Примите, это все ваше. Рвите на себя одежды, рвите, не жалейте, я вам новые сошью. Рвите, рвите, волосы тоже рвите, не жалейте. Ради тебя, о великий султан, и жизни не жалко. Не жалейте. Удю, иди сюда. В какой кавардак вы превратили собственные похороны. Ведь это же вам не карнавал. Ты что ты понимаешь? Похороны султана всегда великий праздник для народа. Чтоб ты сдох. Тише, тише
Слушайте мой народ! Тихо, слушайте меня все! Народ мой, слушай меня! Ну, посмотрел я, как вы меня хороните. Да. Испортилось у меня настроение. Плохо вы меня хороните, плохо. Без золота, значит, не покричать, не поплакать как следует. Не хотите, да? Думаете, умер султан, ну и Аллах с ним. Но я до вас доберусь, так и знайте. Не знаю, до кого вы доберетесь. А вот привидение до вас уже добралось. Где? Что? Я умер. Взять его! За мной! Сюда. Иди сюда. Я здесь, мой мальчик. Я здесь. Вот сюда. Хоть и не часты чудеса, но все ж случаются они. И здесь конец такой чудесный дан. Но как их жизнь впоследствии пошла, о том певец поведать больше не хотел. И любопытству положил предел. Да, ну, вот мы и отсултанились с тобой. Мой единственный друг. Отсултанились. Осталось только нянчить внуков. Нянчить внуков. Ничтожество безбожники, черт бы вас всех побыл. Жив я, слава Аллаху. Всем голову отрублю. Эй, пастух! Сними меня отсюда! Ты что, оглох или ослеп? Я твой великий визирь! Великие визири не висят на деревьях, как гроши. Что, не веришь? Негодяй. Хорошо. Тогда я тебе сейчас... Да что ты-ка? Ну... На! Держи мой перстень власти. Убедился теперь, что перед тобой? Скорей снимай! Эй, а что еще у тебя есть? Халат! Подарок султана! Давай, халат. Да. Красивый халат. Богатый халат. Эй, а сапоги? И второй снимай. Снимай. Я с тебя голову сниму, ты мне потом попадешь. Держись! Вот так. Я жду! Долго еще здесь буду сидеть? Снимай меня! А что у тебя еще есть, а? И рубашку снимай.
Не плачь, не плачь. Ну вот, теперь я вижу настоящего визиря. И бродяга, оборванец, сын обманщика, внук вора, правнук нечестивца, украл у меня одежду. Мерзавец. Не крал я. Клянусь жизнью, надежда сама свалилась на меня с неба. Прощай, визирь! Ну ты мерзавец. Ну ты негодяй. Танцуете? Ну-ну. Пляшите, вы у меня еще попляшете. Вот вернусь к вам привидением. Привидение! Привидение! Привидение!